Они молятся в тишине. Православная община глухих и слабослышащих вот уже 5 лет действует в Чебоксарах при храме иконы Божьей Матери Скоропослушница. О том, как церковь помогает людям с ограниченными возможностями слуха расти духовно, в сюжете Зинаиды Паршагиной. В храме иконы Божьей Матери Скоропослушница регулярно проводится богослужение с сурдопереводом. Для глухих и слабослышащих его осуществляют сестры милосердия и волонтеры православного сестричества. Они прошли специальное обучение на курсах жестового языка. Для большинства глухих путь к храму невероятно труден. Все осложняет непонимание текстов. Я не слышу. И чего-то не хватало, какого-то духовного. А потом стало приятно, потом стало духовно расти постепенно. Постепенно начинала привыкать к службе, к молитвам. Именно сурдоперевод помог им по-настоящему обрести веру. Нам перевели, нам стало понятно. И для себя я открыла, что нужно учиться, что нужно правильно понимать перевод, приходить в храм, правильно верить, духовно расти. Люди с проблемами слуха с радостью идут в этот храм. Причем не только на богослужение. Традиционными стали встречи за чаем, разговоры о духовном, беседы с батюшкой. На этот раз здесь высокий гость, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий. Общение с владыкой очень важно для них, ведь даже услышать его проповеди в тех храмах, где он служит, они не могут. Здесь есть возможность задать ему свои вопросы. Среди них очень важный о том, какую добродетель в человеке архипастырь считает самой важной. Самое главное в церкви – это любовь друг к другу. Искренняя, хорошая, правильная любовь, христианская любовь. В каждом человеке нужно видеть образ Бога. Только через человека можно познать Бога. Вот что я понял за свои 52 года. С любовью и вниманием глухие учат владыку своему языку. Может пригодиться. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А еще знать, Это я понял сразу же. пожалуйста, Пожалуйста, да? Бог, Бог. вместе, Бог, Господь, храм. 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 Вот так. Храм. Угу. Провожают владыку в храме. Каждому нужно личное благословение. Потом они долго будут обсуждать эту встречу и делиться впечатлениями. Ощущение такое, что умиротворение как-то. Какая-то благодать. Зинаида Паршагина, Вести, Чувашия.